У нас происходит отключение по территории Республики Абхазия. Это связано с тем, что нам нужно экономить воду в Джварском водохранилище. Для того, чтобы, насколько возможно, облегчить ситуацию с отключениями, было принято решение единовременно отключать электроэнергию на всей территории Абхазии на 3 полных часа. К сожалению, большому, когда происходят такие отключения, и при включении последующем по высокой нашей стороне, по магистральным линиям этой же электроэнергии, зачастую бывает так, что на низкой стороне, то есть от больших подстанций до уже потребителей, происходят аварии, потому что оборудование оно условно остывает, и, соответственно, когда под такой серьезной нагрузкой включается все это оборудование, иногда выходят из строя, те или иные электротехнические агрегаты и оборудование. Бесспорно, все эти отключения очень негативно сказываются на нашем населении, но в силу того, что у нас нет другого выхода для того, чтобы пройти зимний период, на сегодняшний день мы продолжаем эти отключения. По цифрам, уровень воды в Джварском водохранилище 432 с лишним метра над уровнем моря сегодня. В сутки при экономии на 3 часа мы приблизительно экономим, если это пересчитать на электроэнергию, порядка 1 200 000 киловатт-часов. Соответственно, так же, как мы и комментировали ранее, конечно же, мы ждем перетока из Российской Федерации для того, чтобы компенсировать те дефициты, которые есть. Находимся в режиме ожидания в этом отношении. И хочется, конечно, обратиться к населению. Бесспорно, мы понимаем, что это очень серьезные неудобства для населения, но тем не менее, если есть возможность максимально экономить электроэнергию, чем больше мы все сэкономим электроэнергии, тем быстрее мы пройдем вот этот вот период так называемых веерных отключений, потому что не все осознают, что условно один утюг потребляет электроэнергию, а если этих утюгов тысячи, да, мы говорим только об утюгах сейчас в данный момент, вы представляете, какое количество электроэнергии экономится? То есть это порядка полумегаватта электроэнергии в мощности. Соответственно, экономия каждого нашего гражданина все равно сказывается на экономии воды в Джварском водохранилище. Как только будет информация по перетоку из Российской Федерации, конечно же, мы прекратим эти веерные отключения, обязательно сообщим через СМИ нашему населению о том, что ситуация на тот момент стабилизировалась. Бесспорно, те или иные ситуации, они связаны в том числе с природными, скажем так, явлениями, то есть чем теплее у нас на территории Абхазии, тем меньше потребители наши потребляют этой электроэнергии, это тоже некая экономия. Но параллельно с этим мы в том числе еще зависимы от той погоды, которая ежедневно в районе Джварского водохранилища, и от изменения этой погоды. То есть в случае, если там будет потепление или будет идти условно дождь, а это горы, то, конечно же, приток воды в водохранилище будет увеличиваться. На сегодняшний день приток 25 кубов в секунду, это достаточно низкий приток. При наших условиях на данный момент, даже с учетом дефицита, если бы приток был бы порядка 50, 60, 70 кубов, конечно, это дало бы нам очень серьезное подспорье.